Ну кто в нашей стране выйдет в поддержку Джеймбекова? Ну кто? Только моральный урод, родственник Матраимова или Джеймбекова, или этих 120 баранов, или вот какой-то тупой чиновник. Вот кто может выйти в поддержку Джеймбекова? Только воры, коррупционеры, обманщики, подлецы, предатели и дебилы. Все. Больше никто не может выйти в поддержку Джеймбекова. Вот кто может выйти в поддержку? Это смешно, смешно. Никто не выйдет нормально в нашей стране в поддержку. От имени Социал-демократической партии Кыргызстана позвольте выразить чувство глубокой признательности всем братским социал-демократическим партиям со всего мира за сопереживание и обеспокоенность сложившейся политической обстановкой в Кыргызстане, отличающейся крайне опасной и деструктивной деятельностью властей страны. В последние 2 года в Кыргызской республике сформирован семейно-клановый режим Джеймбековых диктаторского типа, который проводит антинародную политику в интересах узкого круга лиц. Семейно-клановый режим проводит политику репрессий в отношении оппозиционных сил, в первую очередь против Социал-демократической партии Кыргызстана. Многие руководители и лидеры партии сегодня арестованы. В тюрьмах производится умышленное причинение членам Социал-демократической партии Кыргызстана физических и психических страданий, совершенные с целью получить от них ложные сведения или признания, запугать или принудить к совершению определенных действий. Офис Социал-демократической партии Кыргызстана арестован и опечатан. Все имущество партии находится под арестом. И сегодня члены партии не могут получить доступ к ним. Все это справедливо можно именовать препятствованием деятельности политической партии. Сегодня осуществляется попытка рейдерского захвата СДПК. В Кыргызской республике действующая власть вместо преодоления социальных проблем населения бюджетные средства направляет на покупку вооружения против мирных демонстраций и митингов граждан. Коррумпированный семейно-клановый режим всячески препятствует свободному волеизъявлению населения, чем нарушает основные положения Конституции республики. Действующие власти в стране успели использовать вооруженные силы, военно-воздушные силы, органы национальной безопасности и даже внутренние войска против собственного народа. Семейно-клановый режим Джеймбековых выступает против свободы слова в Кыргызстане. Так в стране арестованы офисы телеканала «Апрель» и 7 канала, связанных с Социал-демократической партией Кыргызстана. Журналисты не допускаются к своим рабочим местам. Телетрансляция телеканалов запрещена. В Кыргызской республике принимаются законы против интересов страны. Антипрофсоюзные законы, законы, которые ухудшают экологию страны, законы о переходе внутренних войск в состав МВД, для того, чтобы уже законно их использовать при давлении на людей. Антиконституционные законы, ушатывающие кыргызскую государственность. Если говорить об этих и других преступлениях президента Сооронбая Джеймбекова, то понадобится много времени.